уважаемые товарищи. Спасибо все те, которые хотите жить в мире, согласия, 100 лет жить, собирались. Вот сегодня мы будем вручать 232 номер удостоверения Международный союз писателей-целителей. Цель этого центра, значит, мир во всем мире, здоровье, долголетие, охрана окружающей среды и жить 100 лет. Он тоже обещал 150 лет жить. Я вам вручаю. Аллах помогает, это вам вручаю, держите. Вот эта медаль сейчас вот здесь, это медаль нашей организации. Вот такой, написано Международный союз писателей-целителей. Так, дружба народов. Вот чем больше будем дружить, тем будем развиваться. От войны никакого толка. Вас поздравляем. Спасибо большое. 100 лет жить. Поздравляем от души. Давайте уже я вам немножко кое-какие упражнения Можно вас покажу. поздравить? Нельзя. По шариату нельзя. Да, можно, коллега, можно. Так, чуть-чуть. Так, товарищи, все целители, некоторые говорят, я сам сильный целитель, я это делаю. Надо в комплексе лечить людей. Вот, буквально я перед приездом здесь в роддом зашел, женщина плачет, ну, родственница. Все врачи туда-сюда хотели укол делать. Я ему говорю, сделал вдох, задержал дыхание, полный выдох, не дышал. Она 3 раза сделала, боль прошел. Все до меня вот так начали делать. Так, основы человеческого организма чуть-чуть пошире, что мы будем чуть-чуть сейчас заниматься. Это воздух, вода, движение, еда, хорошее настроение, общение с природой. Значит, сейчас все сделаем метод Бутейка, дыхательный. Обязательно своих больных научить, кроме того, что они потом быстро снимали боли. Вдох через нос. Сделаем все одновременно. Полный выдох. И закрыть нос, не дышать. А 10 раз вот это упражнение нужно сделать, называется метод Бутейко, 700 болезней лечится. Лично я гипертоник, давление за 200, сахар есть много. Благодаря вот это разные упражнения я существую, держу свое состояние. Успокаивается нервная система, боли снимается. Так, давление снижается при помощи. Второй называется стрельниковый насос. Вот так держите. 6 раз вдох через нос, 1 выдох. Следующее упражнение. Вдох. Вот такой диафрагма открывается. Вдох. Один защитил, стал доктор меднаук, что сделал? Взял 100 гипертоников, до лечения измерял давление. После лечения, вот это упражнение. Вдох, руку поднимать вверх, до усталости держать. Держите до усталости. Больно отпускаем. Любой астматик, если будут заниматься, гипертоник, все нормализуется. А то мы бежим туда-сюда, это молодец. Значит, следующее упражнение, звуком надо бить. И звук, вот громким словом говорить.
Надо бить и громко. Начали. А сильнее бей. Я буду бить, со мной будешь ругаться. Сам себе вот, а сильнее сколько кровоток себе. Вот если дома, муж, жена, все, можете друг друга бить. Давайте ветра. Чтобы выплеснуть все это. Да ладно, вы можете. Ты сними один раз. А сейчас уже секунды, можно сними, а тебе хорошо буду бить. Да, и шапку тоже. Вот, тебе уже хорошо видно будет. Вот смотрите, 2 человека дома. Вот. А потом массаж. Вот это самое лучшее, мне нравится. Вот это. Ты залагали уже. Это тоже хорошо. Вот я сейчас подниму его, я сначала тебе подниму. К животику руки. Вот вам растяжка установка. Вот видите? Хорошо? Так, значит, следующее упражнение. Как утром проснулись, надо между пальцами сильно вот так растираны и громко кричать. Вот. Ха-хау! Кричи как громко. Ха-хау! Ха-хау! Форкни. Руки вот так. Надо комплексы работать. Ну вот здесь вот, наверное, окончание, чтобы она вот так вот давила в нее. Вот, смотрите. Это, наверное, 4 часа утра надо делать? Или Ну, день как время будет заниматься. чтобы Лучше соседи утром. там, соседи чтобы не испугались? Они привыкнут, что здесь спокойно. Возьмут здание. Там что-то интересное делать. Так. Сзади. Самомассаж, сам себе помогай. Ногу снизу вверх, потому что сверху нельзя расширенный вен. Так, затылок, смотрите. Вот за ушной раковиной вот такие движения. Специально головной болью сниматься. Здесь на уши есть 80 активные точки, руки так поставили. 10 раз вперед, 10 раз назад. Вот так держите обе. И кто корову знает, обе руки назад. Здесь активные точки. Так, массаж головы. Так, 10 раз вперед и назад, 10 раз сбоку. Чтобы меньше был в машине, вот руку вот так вести, вверх поднимать. Так, с годами 70-80-90 мышцы высыхают. Вот чтобы такое состояние не было, надо направо, налево. Вот так держите. Здесь между связками. Чувствуете? Чувствуем. У кого заикание, у кого ангина, у кого зоб, как собака воду пьет, вот такое упражнение. Все группы мышцы сокращаются. Те дети, которые начинают восстановиться.
Вот даже желудочный кишечник вот тянет, у меня уже отрезка пошла. И здесь начинает работать. Так, упражнение, то, что для позвоночника есть. Я обычно вот это упражнение всем говорю, вот так держи, 50 раз. Раз, два, три. Здравствуйте, салам алейкум. Здравствуйте. Карим, ты Пр- кашляешь. Вот это проходите. один, да? А в каком не кашляешь? Мы его закаляем сейчас. Ой, так кашляет. Надо соду дать попить сейчас ему. Сейчас сделайте чайную ложку соду на 200 мл воды. У него кашля не будет. Так, следующий. Абдукарим, ты должен своих кого пациентов это научить. Вот смотри. Вот руку вот так держать. Под пупка и потянуть себе. Раз. Выше пупка потянуть. Два. Вот у меня хрусты пошли. И выше груди. Вот так. Так как он сказал, не все неправильно спим, мешается позвоночник. Вот это мышцы сокращают, позвоночник заходит на место. Вот. Раз, два, три. Упражнений физически много. Я не буду говорить, для глаза скажу. Значит, сделайте вверх, 1 минуту держите, направо, вниз, налево. Вверх, направо, вниз, налево. Потом кольцевое движение, глаза по правой стороне. По левой стороне. Так, светофор. 100 раз быстро-быстро мигать. Ладошки поставить на глазу и сделать быстро тоже в виде мигания. Сокращение вы чувствуете под руками, как группа мышц работает. Одну руку впереди, здесь затылочный центр. 1 минут сильно нужно давить. При этом мигать Нет, не надо. давить и перед глазами видишь, как это листья появляются, чернота, что-то летает. Кровоток уменьшаться, резко отпускаешь, резко кровь поступает, уменьшается зрение. И второй. Вот это упражнение, это моя разработка. И второй. Каждый 2 часа 3 часа вы можете взять воду, открытыми глазами держать, чтобы внутри глаза зашла вода. Или возьмете тазик внутри. У нас в Памире есть Шашмей Ав, со всего мира приезжают с глазами. Вот такой заходишь внутри бассейнчика, открытыми глазами 3-5 минут держишь. И через день восстановится это. Очень холодную воду. Вот. Хорошо холодную воду, по-моему. Не, любой вода теплая, но это. Вот если не поступает вода, высохнет, да? Розы все. Человек тоже так. Поэтому надо вот это учить детей. Поэтому я сделал проект, сейчас Путину написал. Чуть-чуть, по-моему, подсоленная вода должна быть. Нет, ну какой вода имеет значение? Чистая вода щипят глаза, подсоленная не щипят. Ну попробуй, уже точно я людей учу, где какая вода есть. Я вчера вдоль моря рассказывал, 130 видов воды бывает. Разных. Вот это Каспийское море, спокойно можно открытыми глазами плавать. В Черном море нет. Потому что там большая соленость, а этот совпадает с соленостью слезы, и Каспийское море попадает, они одинаковые. Так, вообще смотри, морской я написал, вот когда книгу Вест, литературу изучал. В морском воде 35 грамм соли в 1 литр воды. Наш потребность в сутки 3 грамма. Поэтому эта вода нельзя много пить. Когда все переборщишь, много проблем начнется. Я про пить не говорю. Нет, просто я говорю, состав. Соленость слезы совпадает с Каспийским Помогает. морем. Я после вчера ночью встал, у меня боли в ногах. Ага. Я просто взял душ, соль взял, намочил, намазывал, через 15 минут боли прошли. Прости Соль меня, намазал, он как держится, не уходит? Не, я просто сделал раствор и намазывал. Солью, да? Солью, да. Вот я дружил на умыватель, он всегда сказал, сода, соль, перец, водород, активирование угла. Я сделал свою систему оздоровления, там написано, вот у тебя кашель. Он сейчас иногда мне помогает, помощник.
Вчера и утром я делал соду. Чайная ложка соду на 200 мл воды я пью. Кислотно-щелочное равновесие есть. Если кислая среда, много болезней. Если щелочной, он быстро проходит. Я когда в реанимации работал, доставили больных клинической смерти. Сразу кишер мы капали соду, бикарбонат натрия. Ощелачивание полчаса, лучше, да, получается? Поэтому вы должны вот это надо учить. Чем Ты окисление, будешь, да. ощелачивать Да, лучше, да, да? Ты будешь, вот когда Сталин пришел на власть, говорит, идите, почему в Тюмени живут 40 лет, в Дагестане 100 лет. Изучали состав воды, pH, здесь больше 7, там ниже 5. От состава воды зависит продолжительность жизни людей.